Про те, що у цьому будинку ще донедавна мешкала родина, нагадують хіба що стіни. Это была кухня. Вот. Кухня была. Вот, обратите внимание, на стенках, видите, остатки от плитки. Вот была плиточка обложена. Здесь была кухонная мебель. Вот. Да, вот крепление было под мойку, под трубы. Після страшної пожежі мало що вціліло. Стиральная машинка расплавилась, ее полностью не стало. Вот. Душевая кабинка расплавилась, ее потом не могли найти даже от нее остатков. Вот. Ну, плита индукционная была залита тоже, ей все пришло. Вот. Ну так, мебель вся сгорела. Вот. Ну, ноутбук тоже сгорел. Ну, все, что было, все сгорело. Сталося все місяць тому. Голова сімейства саме був у не менш гарячих точках в зоні АТО. Будинок зайнявся, коли дружина з 2 малолітніми дітьми спала. Проснулась, телевизор работает и зарево в окне какое-то. А верандочка же на 2 входа была. Я выбегаю в верандочку, а там огонь. Вот так по стенке просто поднимается, там же недостроено было, стенка бетонная. Поднимается огонь. Я перепугалась, растерялась вообще. Сонного 3-річного Андрійка жінка підхопила на руки та чимдуж із дому. Этому же сказала старшему: беги за мной. Я что думала, он побежал. Оборачиваюсь, этого на землю положила перед входом. Смотрю, нету старшего. Я уже тогда бежала, оно вспыхнуло быстро очень. Крыша понесла гореть. Страшно. У міліції причиною пожежі назвали загорання дротів. Після руйнування дому родина мешкала в машині. Коли ж ту відігнали на ремонт, люди підсобили із палаткою. Позносили погорільцям теплі речі та харчі, допомагали й грошима. 5-річний Михайлик показує нову домівку. Я посередине, Андрей возле меня, мама возле Андрея, а папа возле меня. Родині пропонували на час кімнату в гуртожитку, але вони відмовилися. Бояться за скотину, адже корови – основний їхній заробіток. Эту звездочка, малышка, бытя, еще есть белка. 2 дорослих довелося продати, аби закупити будматеріали. Та й сіно на зиму згоріло разом із сараєм. Первое, что необходимо, это накрыть дом, и отопление. Первое, что необходимо. Вот. С окнами обещают волонтеры помочь. Часть окон уже купили. Вот. Люди тоже отозвались. Очень много людей. Кто деньгами, кто стройматериалы пообещали, кто вещами для детей. Звонили люди с Италии, обещали вещами помочь. С Праги кто-то звонил. Муж разговаривал, где-то с Америки. Даже с России человек в рублях прислал 5000. Із дошками родині допомогло місцеве лісництво. Тепер потрібен шифер, аби накрити будинок до осінніх дощів. Та й робочі руки зайвими не будуть. Конечно, отстроим. Отстроим, и все будет хорошо. Принаймні, Новий рік томкуси планують святкувати вже у відбудованому домі. Спецкор Медіа спеціально для СТС.